Маломерные суда, находящиеся в собственности отдельных граждан, практически не оборудованы средствами связи и спасения. Парк маломерных судов на Чукотке пополняется ежегодно, но если обязательным условием выхода на большую воду катеров и лодок, находящихся в ведении сельскохозяйственных предприятий, является наличие у них средств связи и спасения, то хозяева личных лодок, чтобы не оказаться в опасной ситуации, могут уповать лишь на волю случая и собственную удачу. В этом убедился Александр Соловьев, побывавший недавно на берегу Анадырского лимана. Ежегодно в нашем округе пропадает или тонет несколько лодок. Но несмотря на это, люди по-прежнему стремятся приобрести лодку. Ведь для многих это просто необходимость. К сожалению, безопасность на моторных лодках сегодня остается на очень низком уровне. С одной стороны, необузданная водная стихия, с другой – отсутствие на моторных катерах в своем большинстве элементарной радиосвязи с берегом. Все эти факторы создают угрозу жизни человека, находящегося на воде. Когда у нас люди уходят в море, они записываются у нас, выпуск. У нас сторож здесь, и у нее ведется учет. Книга, он выписывается, пишет, на сколько дней он уходит, сколько человек уходит. Если он день-два там, допустим, записался, если его не бывает через 2 дня, значит, начинаем поиски. Естественно, система оповещения дедовская, ведь несчастье в море может произойти в любую минуту, и если о нем сообщить вовремя, то помощь наверняка успеет. А если ждать, пока заметите, что к назначенному сроку лодка не вернулась, то шансов выжить остается немного. Тем более, что на большинстве лодок стоят наши отечественные моторы, а их владельцы не очень лестно отзываются об этой технике. Дело в том, что вихри-то моторы ненадежные особенько, то поломался, стоит. Кто-то из ребят где-то помогает, все равно притягивает, ищем. Конечно, если полностью выполнить технику безопасности, то шансы на благополучное путешествие достаточно высоки. Ведь, по словам самих же владельцев лодок, гибнут люди в большинстве из-за своей собственной неосмотрительности. Пьянка. Вот это единственное одно. Как говорят, напился, море по колено. Оно с водой не шутит, оно суровая вещь. Скорее всего, управление не в трезвом виде. Это самое опасное, что может быть. Это пьяным быть в лодке. Вода никого не прощает. Ни хорошего пловца и ни коренного. Никого не прощает вода. Любую ошибку, то есть, может обернуться. Да, любая ошибка оборачивается исходом плохим. Естественно, не надо думать, что все владельцы лодок не выходят в море, пока не заправятся как следует 40-градусной. Северная природа очень сурова и непредсказуема. Погода может измениться несколько раз на дню. Если лодка вышла в штиль, то по пути она запросто может попасть в настоящий шторм. Да на любой лодке опасно. Вот. Но смотришь всегда, если давно живешь, то если попутный ветер, попутному течению, меньше волны. В любой. Хоть северный, хоть в южный. Шутки очень плохи. С водой очень плохи шутки. Конечно, у нас лиман, он вообще непредсказуем. То тишина, вроде бы погода нормальная, тут раз ветер, вот волна погнала и все. Конечно, и техническое обеспечение лодки оставляет желать лучшего. Если удастся достать хороший бензин, то это еще полдела. В последнее время появились проблемы и с запчастями для моторов. Точнее, запчасти есть. А вот их качество оставляет желать лучшего. А в магазине там уже сегодня коленвалы кооператив возят, шейки коленвалов ненормальные, плохие, сыромятина. Любой выход на воду всегда связан с риском для жизни. Но ведь люди покупают лодки не только для собственного удовольствия. Зачастую это просто необходимость. И очень многим жителям Чукотки, чтобы выжить, нужно довольно часто и надолго выходить на лодках. Кстати, на Анадырской лодочной станции сегодня, можно сказать, настоящий праздник. Там должна появиться радиостанция. Пока одна. Дальше будет видно. Александр Соловьев, Василий Заверюха. Специально для программы «Чукотка».